Вот уже 18 лет в Москве проходят встречи врачей-выходцев из Абхазии. Идея создания профессионального клуба врачей-абхазов, работающих в столице России, впервые возникла в 2006 году. Инициаторами этой организации стали Татьяна Ашхарова и Элизабет Шурдулава. В то время Элизабет Шурдулава обучалась в ординатуре Московского областного института акушерства и гинекологии. Сегодня она с воодушевлением вспоминает о тех годах. Элизабет безмерно рада тому, что ее инициатива продолжает жить. На первом курсе со мной никто не учился из абхазов, но здесь, смотрю, на втором курсе мы стоим в родзале, и бейджик «Доктор Ашхарова Татьяна». Естественно, когда что-то родное, это куча эмоций. Мы разговорились, естественно, беседовали, проходили ординатуру, и здесь мы решили, вот просто я ей предложила, я говорю: Тат, давай так, это очень интересно будет. Нас очень много с Абхазии, и студентов, и ординаторов, и уже состоявшихся врачей. Давай попробуем собрать их. Сперва инициатива была просто собрать дружескую такую встречу. Нам, кстати, мы проводили эту встречу в Черноморской ривьере, подняли все свои связи возможные, собрали всех, кого могли. Нас было очень много. Встреча собрала 45 медиков, ординаторов и опытных врачей. Находясь на территории чужой страны, соотечественников объединяло многое. Тогда было принято решение проводить такие мероприятия регулярно. В основе идеи Союза лежит задача налаживания постоянного общения и профессиональной взаимоподдержки. Это такой патриотический настрой. И сегодня все ребята, которые занимаются, стараются помогать. И вот эти моменты, они действительно нас очень сблизили. И эта встреча, она потом уже была такой ежегодной. И очень большое количество уже специалистов, которые состоялись, здесь находятся, работают и в Абхазии, и в Российской Федерации. И мы, если честно, по сей день очень плотно сотрудничаем и дружим. Могу поименно, если мне память не изменяет: Виктория Тарба была, Батал Шушаня, Тенгиз Ашуба, Мира Бардзенба, Тамас Цахнакиев был, Эсма Асланзия, Лиана Багапш, Диана Кварацхелия, Дима Чагава, Сельма Аршба. Я был, моя младшая сестра Адица Будба была, супруга моя была. Вот, и мы как-то вот все по сей день общаемся. Если какие-то вопросы есть, несмотря на то, что я сегодня министр, и какие-то вопросы есть, в Российской Федерации я могу моим друзьям, коллегам позвонить. Не только общение, и не только, как говорится, дружба, но это еще будет помощь всем нашим жителям, которые находятся на территории Абхазии, потому что все эти связи, когда налажены, это очень, как говорится, большая подпора и помощь. Вот. И вот так мы решили собраться, бегали с Татой сами, добивались, как говорится, делали списочки, узнавали многих людей, которых не знали. Очень много выходцев было из Очамчира, было очень приятно, потому что я сама родилась в Очамчирах. В январе 2017 года состоялась юбилейная 10-я встреча коллег-соотечественников, где и было принято решение о создании профессиональной ассоциации врачей Абхазии города Москвы. В условиях вспышки COVID-19 движение «Мы вместе» и московская абхазская диаспора обратились к Ассоциации врачей Абхазии с просьбой оказать экспертное содействие в процессе подбора медицинского оборудования и комплектующих, необходимых к отправке в Абхазию. Ассоциация незамедлительно включилась в работу по поиску и подбору медицинского оборудования и всего перечня необходимого. Врачи ассоциации приходят на помощь в любой ситуации, где требуется их участие и профессиональная причастность. Есть ребята, которые помогали по онкологической составляющей, есть кто-то акушер-гинеколог, офтальмолог, терапевт. И эти все наши встречи, последующие обмен знаниями, опытом. Так получалось, что после таких встреч ко мне на дежурство начали молодые ребята ходить. Я по специальности травматолог-ортопед, на дежурство ребята приходили, учились работать, там какие-то первичные навыки в операционной мы им давали делать. Там. Сейчас они уже большие, хорошие специалисты. Поэтому это все нас объединяет. Мы же выходцы все из нашей прекрасной Апсны. И те люди сегодня, которые находятся в Российской Федерации, также плотно мы с ними общаемся. Мы общаемся и со студентами. Вы знаете, и посольство проводит в Москве
И посол ежегодно встречается с молодежью, со студентами. И в прошлом году президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня встречался в Москве с молодежью, со студентами. И мы тоже там присутствовали. Поэтому это такой формат, хорошее начало было положено. Я именно в медицинской тематике говорю о том, чтобы помогать нашим гражданам, которые нуждаются в такой помощи острой, медицинской. Может подсказать направление, клинику подсказать иногда нужно даже и врача. В рамках работы ассоциации созданы информационные группы в социальных сетях, цель которых – оповещение коллег о предстоящих профессиональных мероприятиях и взаимообмен обучающими материалами. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.